На спортивном Олимпе Ингушетии взошла новая звезда. Это Алан Амриев, который победил на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Алан, скажи, как тебе удалось победить? За счет хорошей подготовки перед Европой у нас был сбор в Подмосковье. Хороший сбор был, подводка на Европу. За счет всего этого, за счет уверенности. Ну а теперь не будем томить. У парня тренировка, поэтому продолжим наблюдать за тем, как он готовится, как он тренируется. И все остальное уже узнаем в процессе. По пути к высшей ступени подиума Алан одержал уверенные победы в 5 поединках. При этом 4 предварительные схватки с соперниками ингушский борец завершил за явным преимуществом. Лишь в финале за первое место более или менее упорное сопротивление постарался оказать спортсмен из Турции. Но и этот поединок завершился без шансов для оппонента. Алан Амриев выиграл со счетом 7-2 по очкам. Показав на первенстве тактически очень грамотную и техническую борьбу, он выглядел на голову сильнее всех соперников, завоевав золотую. Усилия тренерского штаба вместе, дружной командой, все, что можно добиться. Мы подготовили ребят, особенно Амриева Алана, готовили к этой первенству Европы. Сперва был отбор на первенство России, уверенно выиграла свои схватки на России. И в дальнейшем было первенство Европы среди юношей. Тоже уверенно пошел, выиграл в финале 7-2. Работаем, еще будем работать на Лендале. А вот этот летний период у нас очень загруженный график. Сейчас буквально завтра я должен вылетать в город Крым. Там у нас подводка к первенству мира. Там у нас должны двое побороться. Вот Чечой Амирхан и Цуров Зелимхан. Надеюсь, что попадутся оба ребят. Сейчас у нас там таких усиленных тренировок не будет. Уже идет этап подводки. С чем ты мог бы обратиться телезрителю, который сейчас нас смотрит? Я скажу молодым ребятам, надо выбирать свой вид спорта, именно греко-римский вид спорта. Это, я думаю, наш национальный вид спорта должен быть, есть, я думаю. У нас есть очень много титулованных ребят именно по греко-римской борьбе. Есть олимпийский чемпион Назир Манкиев, есть по юношам олимпийский чемпион Ажигов Руслан, есть призеры Европы, мира Манкиев Бекхан, Невлой Муса, Аздоев Бекхан, Апиев Ислам. Таких ребят очень много у нас. Хучбаров есть, Нальгиев есть. Это вид должен быть наш вид спорта. Мы не смогли бы добиться всего этого, если бы не были бы наших меценатов, наших патриотов республики. Вот как Харсиев Алихан, Харсиев Асламбек, как Тимирлан Ведижев, как Амир Ярижев, Юлой Магомед Али, Ушугуру Хамзат. Вот эти ребята очень сильно помогают нашему виду спорта. Благодаря их мы поднимаем свой вид спорта и такими же темпами усиливаются вот эти наши результаты. Приходите, тренируйтесь, мы из вас сделаем чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр. Это очередная победа на международной арене воспитанника клуба Ади Ахмад, демонстрация того, что руководством и сотрудниками клуба проведена колоссальная комплексная работа по подготовке, созданию почвы для таких высоких результатов, формирование тренерского состава, подбор специалистов, улучшение материально-технической базы, приобретение спортивного современного инвентаря, экипировки, мотивация спортсменов. Все это принесло ожидаемые победы. Алана я знаю довольно давно, можно сказать, что с детства. И его победа не стала для нас сюрпризом, потому что он отличный борец, и мы ожидали от него победы. И мы долго трудились. Мы с ним работаем в паре, и я представляю, как было тяжело ему с его соперником. Но мы тут и остальные тоже не просто так пришли, и каждый ожидает своего результата. Но каждый готовится к своему чемпионату, можно сказать. Практически каждый месяц наши борцы греко-римского стиля побеждают на различных турнирах. И сейчас представитель этого прекрасного вида борьбы принес нашей республике медаль высшего достоинства – первенства Европы. И все эти достижения за такой короткий отрезок времени. Он просто молодец, проявил настоящий борцовский характер, силу воли и мастерство. А для наставников такой высокий результат – еще одна личная победа. У нас победа была ожидаемая, потому что до этой победы мы его выставили на первенство России по старшим юношам. И он зацепился в пятерке, попал в сборную. После чего по своему году он поехал на
первенства России по своему году, по младшим юношам. И там одолел всех соперников с такими хорошими разрывами в счете. И потом приехал домой, мы провели сбор, поработали, ну, смотрели, уже парень растет, крепко набирает. Как ты видишь его дальнейший путь борца? Что его ждет и что нас ждет, нас, поклонников этого вида, стиля борьбы? Ну, сам принцип борьбы, у каждого тренера есть свои маленькие принципы борьбы. Я больше работаю со слушающими детьми, потому что когда человек слушает, он может понять, о чем ему толкует тренер. А этого пацана, как мы подхватили, начали работать, ну, он еще не был чемпионом республики или даже Сунжинского района. Я заметил в нем качество, то, что парень умеет слушать внимательно. Как говорил один такой титулованный тренер, найдите мне слушающего парня, и я сделаю из него чемпиона. И мы сделали на него ставку, я стал с ним работать. Стабильность, послушные, плюс схватки, понимаешь, они неопытные еще, молодые. И им нельзя самовольничать, они должны четко инструкцию тренера выполнять. В него вот дыхание затянуть его. А если от него что должен шурить, все, там он будет. Ген, все. Разбачь, я должен в него вот все. О, давление, я же пробиваю. Вот, момент уже, о. Сразу же позиция, молодец. Из вертушки. Кочерга, я живу. На минуту бей. О, давление, и через давление ездят. Не просто так, на месте и уже акция. Давление, я живу, раз, раз, давление, о, я момент. Кик больше, затянуть дыр, кик, самое главное. Еще раз. Раз, давление, я проводить дыр, давай. Вот я момент, твой латишь. Есть у нас другие перспективные ребята. Тут Адлан сам по себе из младшего состава идет. У нас есть первый состав. Там тоже есть чемпионы Европы, призеры мира, много ребят, человек 10. А уже второй набор, который мы делали, вот в нем уже заключался Адлан, Хашиев, Яндиев, Калиматов, Халухаев, ребята. Все перспективные. В СКФО на России все в тройке цепляются, турниры выигрывают. Почему? По какой причине? В чем секрет того, что этот вид, этот стиль борьбы так хорошо прижился у нас? У нас регулярно появляются все новые и новые звезды, чемпионы, победители, призеры. В чем секрет? Ну, мое мнение, секрет, он заключается. Изначально все началось с Белхароева Асхаба Абукаровича, Чехкиев Руслан, это наши аксакалы старшие, которые внесли борьбу в республику. После, честно, уже был пробел. Не было состава, было плачевно смотреть то, что борьба разрушится, потому что у нас в Ингушетии получалась только греко-римская борьба. Неважно какой национальности, тут все народы и все ребята хотят бороться. Поставили цель, сделали совещание, собрали друзей, тренеров тоже наших, также Чениев, Аздоев есть. И решили, давайте надо борьбу подхватывать, а то будет плачевно. Будет поздно, через 2 года. Ребята были на тот момент, человек 6-7 костяк был у нас уже, и мы начали с ними работать, начали искать спонсоров со своих бюджетов, скидывались родители, на сборы начали прокатывать ребят, турниры, сборы. И вот как старт пошел, эти 7-8 пацанов, они начали делать результат, и уже все остальные потянулись к нам. А сейчас Алан продемонстрирует нам те приемы и технические действия, которые ему и принесли победу. Как они называются? Перевод и проход. Это меня научили мои тренера. С удовольствием понаблюдаем.
Первенство России и Европы открывает олимпийский цикл, который проходит в формате двухлетия. Выявлен состав по подготовке спортсменов к чемпионату мира. У каждого спортсмена есть все перспективы и возможности попасть на Олимпиаду. Для этого необходимо успешно выступить на чемпионатах, подводящих к этому. Алан вместе с другими борцами клуба прикладывает к этому титанические усилия. И результат при такой работе гарантирован. Он достоин этой победы, он трудился. Он и отборную Европу прошел уверенно, и Европу он взял уверенно. Мы здесь днем и ночью тренируемся, мы шаг за шагом идем к своей цели, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, да, Алла. У нас есть еще много свободных мест, каждый желающий может присоединиться к нашей команде. Находясь здесь, в этом зале по подготовке борцов греко-римского стиля, просто сам пропитываешься той энергией, той энергетикой, которая царит здесь, в этих стенах. Потому что у этих ребят она хлещет прямо через края. В них прям чувствуется этот юношеский максимализм, который ведет их к тем грандиозным победам, которым мы с вами радуемся. Насколько хорошо Алан усваивает те уроки, которые вы ему здесь преподаете? Да, он усваивает хорошо и моментально, и сразу захватывает вообще. Но у него спортсмены нужно режим стабильности и трудолюбия, у него это все есть. И мне легко приходится с ними работать. Он каждую тренировку прибавляет. И достижение уже идет и идет вообще. Как он сейчас работает, если будем так продолжаться, мы должны выиграть на высшей ступени, стать на Олимпиаде. Кого-то еще из своих подопечных можете отметить, кто вот сейчас прям подает надежды? Ну, есть два Евлоева вообще, один чемпион Европы, один чемпион России, Батажов, Цуров. Ребята есть хорошие. И мы, конечно, не жалеем ничего и стараемся. Мы приглашаем всех, кто хочет, никому не отказываем, лишь бы они пришли и занимались. Это еще лучше для нашего народа. Есть много известных имен, подтверждающих то, что греко-римская борьба – это один из самых древних видов спортивных единоборств в истории. Сегодня греко-римская борьба включает в себя определенный арсенал технических действий и приемов, для которых борцу необходимо иметь гибкость, силу, ловкость и мастерство. Кстати, это единственный вид спортивных единоборств, в котором выступают исключительно мужчины. Ведь чтобы выиграть поединок, борцы должны обладать особой силой торса. Атлеты используют сложные акробатические приемы с тесным стискиванием груди и резкими амплитудными бросками туловища соперника. Большое количество наших спортсменов с золотыми буквами уже вписали свои имена в спортивную летопись страны. За этими атлетами, чью тренировку мы сейчас наблюдаем, я уверен, большое будущее. И победа Алана – очередное этому доказательство. Эту победу мы от него ждали, переживали. Мы знали, какой ценой он достиг эту победу, уезжая там, это же куда в Македонии там уезжал. Вот. Это каждый нас мотивирует еще каждому стимул достичь такой цели. Мы с Аланом уже 2-3 года тренируемся тут вместе, тренируемся. Еще это победа, наша общая победа. Каждый мотивирует, каждый человек тут тренируется, поддерживает его. Очень хороший человек сам и в жизни, и после, за ковером хороший человек. К чему готовишься ты? Какие цели сейчас стоят перед тобой лично? Сейчас у нас цели, сейчас у нас после Рамадана, сейчас новый старт начнутся, сейчас соревнования должны быть, тут турниры должны быть в Кавказе, тут схватки, тут по-разному. Вот сейчас начнем с следующего месяца, выезжать, схватки будут. В Москве сейчас у нас турниры будут, если сможем, выйдем и поборемся. Что еще нужно для таких же уверенных, красивых побед? Ну, у нас уже все есть, спонсор есть, хороший клуб есть, все тут. Здесь только заниматься много, тут только тренироваться надо. Спонсоры тоже есть, кто нам помогает, кто там поддерживает нас. Соперники тоже есть, соревноваться, драться, все у нас есть. Просто поддержка нужна от родных, от близких. Поддержать надо все, чтобы мы достигли высокой цели.
Наш регион славится своими борцами, олимпийскими, чемпионами мира, призерами чемпионатов и первенств России. Все они получили народное признание, а некоторые стали национальными кумирами. Так и поколение Алана переняло эти славные традиции и высоко несет знамя ингушской спортивной славы. Алан Амриев за последние пару месяцев очень хорошо прибавил тем, что он очень трудолюбивый, работает ежедневно, бывает очень часто, особенно на сборах выезжал, прибавил там. Последние соревнования он провел на чемпионат первенства Европы в Румынии и завоевал золото. До Европы также выиграл чемпионат России. Это все за счет его работы и трудолюбивости. Сейчас у нас в сборнике нашего клуба Ади Ахмат несколько человек, призеры, чемпионы России. Они готовятся к первенству мира. Сейчас, буквально вчера, они улетели в Крым, Алушта город. И там должны провести подводящий сбор. Там уже они определят, кто поедет на первенство мира, а кто не поедет. Каждый желающий, кто хочет тренироваться, кто хочет добиться результатов, может прийти, тренироваться с нами, слушаться тренеров, работать по плану, не самовольничать, естественно, а отдаваться этому и проявлять желание. И каждый спортсмен, каждый желающий может добиться тех же результатов и стать чемпионом. Мы видим, что в Ингушетии есть достижения в каждом виде спорта, в том числе и по греко-римской борьбе. Профильная федерация в своей работе в первую очередь ставит себе задачу сохранить наработки, все победные традиции и искать новые точки роста. В качестве приоритетного направления поиск и поддержка талантливой молодежи. Для дальнейшего развития в республике созданы все условия.